Ну вот, Алсу, наконец-то скоро лето, долгожданное, да, и перед каждым ответственным родителем встает вопрос, куда пристроить своего ребенка или нескольких на летние каникулы. Руслан, ну в моем детстве этот вопрос, наверное, не стоял. Всех отправляли на деревню к бабушке дешево и сердито. Не у всех есть родственники в деревне. Там, в мое время были пионерские лагеря, через которые проходили все, да еще по несколько раз. Это такой вот незабываемый опыт. Если говорить научно, то такой социальной адаптации в коллективе. А если попроще, то взросление, конечно. Начиная там от первого поцелуя и заканчивая пониманием, что за базар надо отвечать. Но сейчас-то проблема с лагерями из-за пандемии. Не все они открылись. И реально проблема сейчас стоит. Куда отправить ребенка? Вообще, чем его занять летом? Ну, такая проблема есть. Да, давай сегодня разберемся в этом и поговорим об этом. Давай. Чем занять ребенка в летние каникулы? Появились абсолютно новые требования. Не слишком ли закрутили гайки, Честно говоря, это маразм. честно говоря? Сейчас мы просим только помогите нам. Немножко помогите или не мешайте. В нашей республике компенсация не 50%, а 70%. Лагерем надо болеть, чтобы заниматься и работать в лагере. Чем занять ребенка в летние каникулы? Голова у родителей начинает болеть еще весной. Причем занять так, чтобы было интересно, безопасно и в семейный бюджет уместиться. Вариант «летний детский лагерь» кажется самым логичным. Особенно учитывая совсем свежее обещание власти компенсировать половину стоимости путевки. Вот и родители вроде бы поспешили за путевками и вдруг обнаружили, что большей части башкирских лагерей нету в официальном реестре. Они попросту не планируют открываться в этом сезоне. Как пандемия повлияла на рынок детского отдыха? Какие лагеря смогли выстоять? В нашем следующем сюжете. Это был кошмар, что происходило летом 2020 года в детском лагере «Дружба». В эту калитку ворвались ОМОНовцы, 15-20 человек. Директор детского лагеря «Дружба» Яна Сайфуллина вспоминает, как представители контролирующих структур прошли на территорию оздоровительного комплекса. Считаю до 3, и мы заходим сами. В отношении вас применять физическую силу будет. На этих кадрах видно, как работники лагеря не сразу решились впустить сотрудников ведомства. Пройти удалось только после того, как контролеры предупредили о последствиях невыполнения требований. Вот обратите внимание, на каждом, получается, в каждом корпусе были вот такие вот опечатки. Не выйти, не зайти. Не смутило контролеров и обеденное время. Пока на улице проходила спецоперация, дети спокойно ели в столовой. Да, это был обед. Дети ели, получается, макароны, котлетку. И Роспотребнадзор брали, получается, из подноса у детей тарелки и взвешивали, сколько грамм у них, и что дети просто испуганно смотрели, сидели в ужасе. Сотрудники надзорного ведомства потребовали закрыть лагерь и в самый короткий срок отправить детей по домам. Вот только на тот момент отдыхающих было около 300 человек. Вывести их в течение одного дня не представлялось возможным. Вот комната, где, получается, собирались дети. Им было дано полчаса. Дети плакали, испуганно собирали свои вещи, половину оставили. Тогда родителей возмутил не столько сорванный отдых для детей, сколько в какой форме это было сделано. Люди считают, что с принятием мер по закрытию лагеря контролеры явно перестарались. Когда их вывозили вот так вот, с толпой больших дяденек ОМОНовцев с автоматами, для них это, конечно, очень большая душевная травма, я считаю, что все это делалось якобы для безопасности детей, но в итоге видите, как произошло. Их психику, наоборот, подшатнули вот этими своими действиями. Сама история произошла около года назад, и тогда в отношении директора лагеря «Дружба» все могло закончиться уголовным преследованием за злостное нарушение постановления суда. Но его прекратили из-за отсутствия состава преступления. Было разрешение с 1 июля, так как мы и заехали 2 числа, то что с 1 числа. А 3 вышел документ, получается, что опять запретили, и 15 числа опять перенесли на 15 открытие. На этой почве поступила жалоба, Роспотребнадзор отреагировал и подал в суд на нас. 8 числа в Мелеузе состоялся суд, где было решено нас приостановить на 10 дней, нашу деятельность, и немедленный вывоз детей. То есть мы начали постепенно обзванивать родителей, с родителями связываться, что вот такая ситуация.
Кто-то был за границей, кто-то вообще трубки не брал. Я никак не могла выгнать детей за территорию лагеря. Впрочем, судебные тяжбы по этой недетской истории не прекращаются до сих пор. Оказалось, что на организацию отдыха детей были выделены средства из муниципальных бюджетов. Сейчас эти деньги требуют обратно. Причем всю стоимость. Якобы в полном объеме услуга не была предоставлена. Хотя в лагере дети находились 2 недели. Наша редакция также обратилась за комментарием по данной истории в службу судебных приставов республики. А тем временем лагерь «Дружба» готовится к новому заезду, который начнется со 2 июня. Работники комплекса надеются, что в этот раз обойдется без неприятных последствий. Единая платформа официально разрешенных детских лагерей в Башкирии – нововведение этого года. Пока кажется удачной инициативой. Родитель может ознакомиться в одном месте в доступной форме с полным списком и получить скидку без каких-либо справок. Нововведения этого года касаются и санитарных норм в сторону ужесточения. Все ли могут соответствовать им и почему многие предприниматели отказываются от организации летнего детского отдыха? Чем заняться ребенку в городе летом вообще? Кто и как должен отвечать за качество и безопасность детских лагерей? Эти и другие актуальные вопросы обсуждаем сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, их представлю. Ольга Панчихина, член Общественной палаты Российской Федерации, да что там России, да, Республики Башкортостан. Андрей Стенин, эксперт в сфере детского отдыха. Светлана Доценко, директор детского летнего лагеря «Березка Кэмп». И Инесса Косолапова, замминистра образования и науки Республики Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый день. Инесса, скажите, пожалуйста, вот мы посмотрели сюжет из Мелеуза, да? Можно ли было избежать этих проблем, которые возникли вот у этого лагеря? Вам знакома эта Да, ситуация? конечно, это знакомая ситуация, и мы также выезжали на место, когда было обращение вот по системе «Инцидент». Действительно, прошлый год он был очень сложный, и до конца фактически мы не понимали, будем открываться, не будем открываться, потому что еженедельно менялась ситуация, и мы отталкивались от той позиции, которая существует по линии Роспотребнадзора. Понятно, да. Андрей, ну вот как с остальными лагерями? Вы же следите за ситуацией? Если в прошлом году из 47 детских оздоровительных центров субъектов малого предпринимательства, которые вошли в реестр, потратили на подготовку в общей сложности плюс-минус 5%, точных данных нет под рукой, в пределах 100 миллионов рублей, то сегодня открываться, не открываться усугубляет дополнительные требования по антиковидным мероприятиям, изложенным в новом Санпине. Риски. Риски, да, потому что плюс к рискам прошлого года у нас появляются риски этого года. Плюс очень наглядный пример дружбы, которую мы сейчас видели в сюжете, и горного воздуха, и ряда еще лагерей из других. То есть это не единственная история? Это не единственная история, но до уголовного дела эта история не доходила. Где-то действительно на уровне субъектов Российской Федерации вопросы закрывались, поскольку, если подходить с точки зрения законодательства, то, что происходило в дружбе, сложно сказать в такой уважаемой передаче, но, честно говоря, это мораль. Честно говоря. Скажите, пожалуйста, чем этот сезон летнего оздоровительного отдыха особенно сложен? Действительно, как уже было сказано, с этого года у нас действует государственная информационная система, где собраны все лагеря, которые вошли официально в реестр. На сегодняшний день в реестре 44 загородных лагеря. Да, это не полный объем, потому что всего у нас порядка 120 лагерей, и на это тоже есть определенные причины. То есть, поправлю, в 3 раза уменьшилось количество, получается, из того количества, которое могло открыться, и те, на которые сегодняшний день откроются. цифра такая. Но у нас реестр, он не закрывается. Соответственно, как только лагеря получают все документы, необходимые для подачи и вхождения в реестр, то есть они могут быть также добавлены. Без Инесса, разницы по пожалуйста, сроку? Скажите, Без пожалуйста, разницы по сроку. насколько сложна процедура получения лагерем детским оздоровительным всех необходимых разрешений?
Самое проблематичное, которое на сегодняшний день имеется, это получение санэпидемзаключения. Потому что с этого года у нас изменился Санпин, и появились абсолютно новые требования, ужесточились требования, связанные с пищеблоками, связанные вообще с нахождением детей в лагере. И вот это действительно стало определенным, наверное, вопросом проблемным для наших лагерей, потому что все-таки материально-техническая база оставляет желать лучшего. Вопросы, связанные вот с коронавирусной пандемией, как-то тоже при этом учитываются? Учитывается вопрос в том плане, что загрузка лагерей на сегодняшний день 75% детей от проектной мощности. Светлана, ну вы приняли решение открыть в этом году лагерь. Это риски для вас? Как вот в прошлом году провели кампанию? Риски существуют, но в этом году, скажем, пандемия прошлого года дала мне возможность открыться в этом году без получения разрешения санэпидзаключения. Потому что в прошлом году затянулась эта процедура, и мне выдали санэпидзаключение в начале сентября. А так как санэпидзаключение действует год, я в этом году свободно, в феврале месяце, когда были запрошены документы для включения в реестр, я все документы свободно сдала. И меня, наш лагерь включили в реестр. Ну, то есть нет худа без добра, получилось так, да? Да. Ну вот вы как считаете, Ольга, не слишком ли закрутили гайки в этом году по условиям для детских летних лагерей? Знаете, здорово. Честно говоря. Честно говоря, хорошо, что хотя бы не 50%, уже 75%. Потому что при 50 загрузке детей лагеря просто, то есть нет смысла их открывать. И, конечно же, на плечи сейчас руководителей лагерей очень много ложится самых различных вопросов по организации, как чего. Как 21 день дети будут находиться на одной территории, то есть они заехали все сотрудники и выехали. То есть там же все равно очень серьезные такие условия. И как с этим сейчас попробовать, то есть мы будем иметь этот опыт только по проведению первой смены. Понятно, загородные лагеря международного формата, это Артек, Орленок, но они всегда так были, что туда детей привезли, передали их, потом забрали. Здесь, так как нахождение рядом с родителями, родители все равно хотят приехать, конечно, узнать, да, вот, чувство безопасности и вообще, и поэтому, конечно же, это будет только понятно где-то в июне после первой смены. Давайте посмотрим сюжет о том, как Роспотребнадзор оценивает организацию летней кампании детского отдыха в республике. Прежде всего, стационарные лагеря могут работать по двум вариантам. Первый вариант. Все работники лагерей обследуются перед началом смены на носительство новой коронавирусной инфекции любым разрешенным методом. И приступают к работе в закрытом учреждении. То есть в течение 21 дня лагеря, которые примут детей, не смогут принимать дополнительных детей и сотрудников. То есть заезд всех детей и сотрудников будет проводиться одномоментно на 21 день. Также можно работать по другой схеме. В том случае, если сотрудники лагерей будут выезжать за его пределы, они будут обследоваться на новую коронавирусную инфекцию еженедельно и будут допускаться к работе только при отсутствии коронавирусной инфекции. Как раз вот вопрос, Светлана. Родители, которые уже купили у вас путевки, вы с ними обговариваете вот эти санитарные правила, при которых они не имеют права посещать своего ребенка? Они насколько готовы на такие И как они к этому относятся? Ну, вообще, если честно говоря, то все готовы отдать своих детей, потому что устали держать их дома. Они устали от этой бешеной энергии, которую детям нужно куда-то выплеснуть. Целый год продержать детей в квартире, продержать их на коротком поводке – это очень сложно, это достаточно сложно. И летний период, он как раз и давал возможность родителям и отдохнуть от детей, и детям выплеснуть свою энергию. Тогда хорошо, поговорим немножко поподробнее про новые требования Роспотребнадзора. Требования новые есть, а новых лагерей нету, да? И получается, эти новые требования ложатся на, так сказать, старые дрожжи. Да. Насколько это вообще совпадает с реальностью вот эти новые требования?
Здесь не надо путать. Многие директора несколько лукавят. Мы проработали этот вопрос с Госпознадзором, действительно сравнили. Нету в законодательстве такого, что требования к постройке с 77-80 года до 79 года, когда менялись требования по Госпознадзору, предъявляются выше, чем они были в 79 году, за исключением электронных систем безопасности. Понятно. Но которые никак не Санпин, он влияют все на равно реконструкцию. распространяется на А всех. вот Санпин, здесь момент. вот да. у них уже начинаются требования вне зависимости от года постройки. Вот как хотите вы, вот пусть 2 человека здесь живет. Да, то есть Да. там То раньше есть- было 6 детей, Да. а сейчас по новым требованиям в этой комнате может только 2 находиться, и все. И как остальных разместить, непонятно. Да. как вы справляетесь с этим, Светлана? Справляемся так же, видимо, как и все директора. Выходим... Я, например, ремонтирую аварийные здания. Ну, за свой счет я ремонтирую аварийные здания и делаю больше мест для того, чтобы дети могли проживать. Инесса, с Получается, новыми, с новыми вот этими требованиями, оно что улучшит? Получается на сегодняшний день, что действительно такая ситуация. Требования новые, материально-техническая база Старая. – это наследие 80-х годов, ну так откровенно говоря. Поэтому с прошлого года у нас имеется программа поддержки лагерей, но эта программа касается муниципальных лагерей, то есть выделение определенного финансирования на обновление материально-технической базы, на реконструкцию там, корпусов и так далее. То есть вот, и переформатирование этих лагерей в круглогодичные. Потому что мы понимаем, что организованным отдыхом дети должны быть охвачены не только, соответственно, летом, но и Безусловно. в другой период. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, но нужно говорить про деньги сейчас. Конечно, тем более, что Путин заявил, что все имеют право на компенсацию половины стоимости путевки. Всех интересует, сколько и куда прийти за деньгами. Руслан, но у нас есть своя республиканская компенсация, 70%, 70%? возвращают, да, за путевку. У Вот нас, мне люди, интересно, у, нас как- люди настолько простые, да, они сейчас приплюсуют 70% в 50, получается 120, и они придут и спросят, где наши 20% за то, что мы ребенка отправляем в лагерь. Да? Давай этот вопрос зададим нашим Нет, давай экспертам. еще про деньги поговорим. Да, давай. конечно. Смотрите во второй части программы. Сейчас мы просим только помогите нам. Немножко помогите или не мешайте. О компенсации возмещения половины стоимости путевки. В нашей республике компенсация не 50%, а 70%. О какой сумме идет речь? Лагерем надо болеть, чтобы заниматься и работать в лагере. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, чем занять ребенка на школьных каникулах, чтобы было интересно, безопасно и по карману. Сколько стоит главный решающий вопрос при разговоре о детском отдыхе? Какую сумму государство компенсирует при приобретении путевки в детский лагерь? Посмотрим сюжет, обсудим. Здравствуйте, добро пожаловать в детский лагерь «Луч». Здравствуйте. Ну, показывайте, что у вас тут. Директор детского лагеря «Луч» Флюр Муртаев вовсю готовится принять первую смену отдыхающих. Работники очищают территорию от листвы, готовят ее к обработке от клещей и мышей. Что-то подкрашивается, что-то ремонтируется, но на полную модернизацию денег не хватает. Многое здесь – это наследие советского времени. У нас даже была такая дискуссия с муниципалитетом, когда я еще в частные работал. Меня всегда интересовал вопрос, почему муниципальный лагерь, он должен быть, наоборот, быть эталоном лагерей, да? И вот мне сказали, ну давайте попробуйте. И вот мы сейчас пробуем сделать вот именно этот лагерь, пока детский лагерь «Луч», таким эталоном, образцом лагерей. Модернизировать лагерь Флюр планирует за счет прибыли от путевок, но в этом году ее не ожидается из-за ковидных ограничений. Сюда заедут на 25% детей меньше, чем может вместить лагерь, а значит, учреждение заработает на 3 миллиона рублей меньше, чем могло бы. Таких, как «Луч», муниципальных лагерей в республике много, но пока готовы открыться с первых чисел июня всего 21. Путевки сюда стоят дешевле, чем частные лагеря. От 18 950 рублей до 29 тысяч. Самый дорогой муниципальный лагерь Абзаково. Государственные, это в основном санатории, стоят порядка 25 тысяч рублей за 21 день. Среди ведомственных и частных учреждений самый дорогой отдых в детском оздоровительном центре «Энергетик» – 46 тысяч рублей. Остальные цены от 25 тысяч рублей. На путевке
путевку в любой лагерь в этом году можно сэкономить 13 265 рублей. Эти деньги заплатит бюджет республики. Полный список организаций можно посмотреть на сайте res.edu-rb.ru. У этой системы очень удобный интерфейс. Когда заходишь на первую страницу, выходит каталог лагерей. Можно ознакомиться с каждым лагерем, зайдя на его сайт, посмотреть количество смен, посмотреть их продолжительность и содержание, направленность этих смен. После того, как родитель определился, он регистрируется в этой системе и получает право на получение сертификата на отдых и оздоровление ребенка. С учетом скидки путевка в лагерь «Луч» родителю обойдется примерно в 7 тысяч рублей. А еще в начале 2000-х здесь практиковалась другая система расчета, которая сегодня кажется удивительной. Свой отдых ребенок отрабатывал тяжким трудом. 17 лет назад я сам отдыхал в этом лагере. С тех пор здесь очень много изменилось. Например, вот домики стали более современными и, как говорит директор, более комфортными. Но вот, собственно, сцена. Она как стояла, так и стоит на своем месте. Я там, кстати, в свое время с одноклассниками пел песни. Но самое главное отличие состоит в том, что сейчас нету трудотерапии. Для детей сегодня представлено очень много развлекательных программ, в то время как мое поколение досуг проводило на полях. Мы пололи картошку и капусту. Флюр обещает, трудотерапии в его заездах не будет. Детей ожидают игры, песни, спектакли и обязательно общение на английском языке. Мы, получается, здесь и развлекаемся, и учим разные языки. Не только английский, немецкий, испанский. Ребята приезжают из Саудовской Аравии, студенты, которые у нас здесь учатся. Вот тут возникает интересный вопрос. Да? Путин объявил о компенсации возмещения половины стоимости путевки. Путевки в разные лагеря стоят по-разному. Что имеется в виду? Вопрос прежде всего к вам, Инесса. Да? И есть уже ясность вот с этой компенсацией? По компенсации, которая была озвучена президентом, конкретной ясности нет, потому что еще на федеральном уровне не разработан порядок. Но я могу сказать, что в нашей республике компенсация не 50%, а 70%. О какой сумме идет речь? У нас ежегодно Республиканской межведомственной комиссией утверждается сумма содержания ребенка за один день. То есть вот мы утвердили на этот год сумму порядка 900 рублей. Такой средний норматив, да? Да, 900 рублей там, с копейками. То есть фактически общая стоимость 21 день, да, это 18 тысяч. Тоже с определенными копейками. Вот от этой суммы идет возмещение 70%. То есть мы понимаем, что если путевка 60 тысяч стоит, возмещение будет от 18 тысяч, остальное уже за счет родителей. Но там четко же оговаривается сумма 13 тысяч 265 рублей. И сколько Так и получается. На 21. Да? Вопрос сейчас день, возникает, соответственно, логично у всех. Да? Вот было в республике 70%. Сейчас федералы объявили о 50%. О некой программе рекомендуемой, чтобы Это 50%. будет плюсоваться или вычитаться. В итоге как оно будет? Инесса, Когда опять мы вопрос. поймем порядок федеральный, тогда уже будем есть на мы ждем нормативный региональном, акт? да, конечно, на региональном уровне этот вопрос решать, потому что сейчас говорить о том, когда нет ни нормативной базы, ничего, очень Вы сложно. знаете, у нас люди простые, они просто приплюсуют 70% и 50%, получится 120, и они еще будут просить деньги вообще за то, что отправить ребенка Да, в детский еще лагерь. я, знаете, вот, говорят 70, человеку нужно объяснять, 70 от чего. То есть вот он пришел, он зашел в реестр этих лагерей сейчас. Путевка стоит 36 тысяч. 30, к примеру, 36 тысяч. 70% это, в принципе, практически 20 с лишним тысяч. А здесь, это у нас всегда вот так вот очень всегда хорошо. Может быть, надо мы четко говорить, 13 265 вам компенсируется. Все остальное за счет, своих лично собственных средств, либо кто-то вам еще, то есть это уже... Или предприятия по своим социальным то есть контрактам, или... А можно я тогда вот еще вопрос сразу задам, пользуясь? Смотрите, например, у меня ребенок третьеклассник, я его сначала решила в школьный лагерь отправить, а потом еще, думаю, что в июле, и я нашла в реестре лагерь, куда отправлю. На школьные лагеря эта сумма распространяется или как? Или я могу только один раз воспользоваться и только в школьной? Один раз.
Либо в школьный, либо туда. Нет, почему? Вы можете ребенка в школьный лагерь За свой счет. Почему за свой счет? Нет? Не за свой Вот, счет, я поэтому нет. мне и нужно Да, понять, да. А уже летом, вернее, в июле или в августе на 2-ю или 3-ю смену вы можете приобрести путевку через ГИС-систему и получить эту компенсацию. То есть компенсация 13 тысяч. 13 именно на загородный. Да, это на всё. загородный. Вот, Да, этот на вопрос полного очень- дня. Все-таки у муниципальных лагерей есть определенная государственная поддержка, да? Коммерческие могут во многом рассчитывать только на себя. Вот откровенный вопрос, давайте честно говоря, да? Сказывается ли это на том, что вы вынуждены на всем экономить, в том числе и на наполнении программы, и на воспитателях, и вообще вот на качестве содержания детей? На качестве содержания детей это экономии нет. Экономить мы не можем ни на питании, ни на содержании, ни на воспитании. Большие деньги как раз уходят на это. На чем я могу экономить? Я могу экономить на своей зарплате. И это в первую очередь так и есть. В принципе, все директора, которых я знаю, частных лагерей, они всю зиму вышли на работу. На рабочие профессии пошли работать. Оплата вожатых примерно одинаковая в муниципальных и коммерческих лагерях? По поводу зарплаты в муниципальном лагере я не знаю, какие там зарплаты. Те вожатые, которые приезжают к нам, они приезжают не только за зарплатой, вернее, меньше за зарплатой, чем за тем драйвом, за тем отношением и именно в тот коллектив, в котором они хотели бы провести лето. Вообще, лагерем надо болеть, чтобы заниматься и работать в лагере. И вожатые, большей частью, которые приезжают работать, это просто больные люди, больные детьми. В хорошем смысле вы В имеете в виду? хорошем смысле. Бывших лагерных работников не было и не будет. И если ты когда-то работал в лагере, и если тебе там было хорошо, я знаю по себе, так как я выросла в лагере, я не работала вожатой, но как так получилось, что через много лет я попала директором. Получилось, что я стала работать директором. Но я знаю жизнь лагеря изнутри, и я знаю, что вожатые идут работать не на зарплату. Вообще, Андрей, скажите, пожалуйста, да, Инесса? Здесь я хочу тоже добавить, но содержательно экономить на программах сейчас просто-напросто нет возможности у лагерей, потому что это же конкуренция. Если в этом году будет какая-то экономия, то на следующий год просто-напросто родители туда своих детей не отправят. Это было у коммерческих лагерей и ранее, а вот у муниципальных лагерей, ну, фактически вот с введением этой ГИС-системы появилось сейчас, потому что сейчас каждый может посмотреть в этой системе и содержательную часть программы, и если будут ожидания расходиться с реальностью, на следующий год просто-напросто туда дети не поедут. Чем вообще можно заняться летом современным школьникам? Да, не все же им в телефоне сидеть или по стройкам бегать. Давайте посмотрим наш сюжет и обсудим. Что из себя представляет детская площадка? Это такая программа, когда на протяжении нескольких дней подряд, допустим, в течение недели, у нас во дворе педагоги для всех желающих детей организуют тематические мероприятия. В данном случае, раз у нас с вами год долголетия активного, вот, и мы будем все здоровы после этого года, мы сделали программу, направленную как раз-таки на то, чтобы ознакомить ребят, как можно быть здоровым, как продлить свою жизнь, да, быть активным до конца в ней. Конечно, это абсолютно бесплатно, да, для всех ребят. То есть первый день, как правило, ребята приходят, они так как-то для них неожиданно. Некоторые друг друга не знают, хотя живут в одном дворе, да. Но когда на протяжении вот нескольких дней они выходят в одно время и вместе все играют, то это получается такая своеобразная команда дворовая, да. Уже такой получается как будто бы летний отряд. Арсений у нас поедет в лагерь с 1 июня по 21. Вот. Далее, скорее всего, он проведет дома, потом поедет в Крым к бабушке. А дальше у нас с ним запланирован английский язык. Потом он занимается футболом. Вот. Ну и стараемся, как сказать, разнообразить его увлечения. Развлечений в Уфе много, поэтому есть из чего выбрать. Самое главное были бы деньги. Уважаемые гости, да, вот у нас есть такая традиционная фраза «Есть ли свет в конце тоннеля?». Правильно мы понимаем, что в этом тоннеле очень сложно будет увидеть свет без капитальной государственной финансовой поддержки. Именно в части капитальных средств. Ольга? Я считаю, что да.
То есть нужна поддержка, нужно принимать какую-то такую государственную программу летнего, если мы в этом видим действительно мощное развитие. Потому что, это очень важно, дети летом должны быть все-таки в каких-то детских коллективах. Кроме летнего лагеря, какие можно еще развивать и какие развиваются формы? Вот в том году, особенно когда начали делать во дворе, как-то сильно не задействовали, но дети-то в июле во дворе очень толпами гуляли. И здесь, конечно же, нужны те специалисты, которые могут работать с детьми. С общественным пространством. Да, общественное пространство, дворовые пространства, когда есть специалисты, которые могут работать с детьми, могут организовать досуг, где, возможно, может быть, сейчас возвернуть и использовать те территории, которые есть у МУПов, какие-то кабинеты, где можно еще и под дождем, например, укрыться. Но это все должно быть организовано, конечно. А кто этим должен заниматься в городе, в населенных пунктах? Мы давайте не будем забывать. Однозначно здесь должна быть тоже, то есть это либо могут быть взять на себя где-то часть некоммерческие организации, где-то, конечно, подростковые клубы, потому что подростковые изначально они тоже создавались для того, чтобы работать с детьми для во дворе. организации досуга, подростков. Во дворе. Вот, и это нужно сейчас, нужно идти во дворы, потому что там, если хорошая площадка, детей там очень много, Инесса, но ими не вот заняты. Что делается, какие-то новые формы? Вот как раз Взаимодействие по дворовым министерства и площадкам, некоммерческого да, мы этот проект планировали. Вообще это было. Это было, и у нас республика была даже в лидерах по данному направлению, но со временем это как-то немножечко подзабылось. Поэтому возродить планировали это в прошлом году, но с учетом того, что был дворовые такой проекты, да? сложный год и вообще исключение всех этих массовых скоплений не сложилось. Поэтому в этом году мы полноценно данный проект запускаем. Как это примерно выглядеть будет? Как туда можно будет попасть? Ну, хотя бы вот какие-то предварительные наметочки можете рассказать? Разумеется, все мероприятия, которые будут планироваться в рамках той или иной дворовой территории, во-первых, будет определенный список этих дворовых территорий, да, чтобы было понимание. Это можно будет увидеть и на сайте Министерства образования, можно будет увидеть и на сайте Республиканского нашего центра туризма, потому что у нас там создан отдел по организации как раз-таки вот этих малозатратных форм работы с детьми. И уже в соответствии каждой дворовой площадке будет определен центр доп. Образования. Кто будет за это все платить? Это будет входить в рамках госзадания наших центров доп. Образования. Бюджет, конечно. Муниципальный бюджет. Конечно. Да. Светлана, как вы считаете, насколько вот в городе будет эффективно заниматься с детьми? Я полный противник отдыха детей в городе. Полный противник, потому что дети в кружке 2 часа позанимались и вышли на улицу. Вышли на улицу, опять же, услышали тот же мат, увидели, как кто-то пьяный идет, кто-то поругал, кто-то подрался. Вырвать его из этой сферы, придет он домой, мама его накормит или не накормит, с работы пришла уставшая. Я не говорю, что мамы все плохие. Мамы очень хорошие, она любая мама. Но я знаю себя по детству. Отрыв от города, он есть отрыв от города. Как было уже звучала фраза, что когда в Советском Союзе наступала эпидемия, всех детей вывозили на дачи и в детские лагеря. Прямо на все лето, чтобы дети спокойно, свободно дышали свежим воздухом и жили в атмосфере легкой непринужденности. И чтобы тогда государство могло себе это позволить. Могло себе это позволить. Сейчас, к сожалению, Сейчас нет. мы просим только помогите нам. Немножко помогите или не мешайте. Дайте нам, чтобы мы могли как можно больше детей к себе привлечь, чтобы они жили свободно на этих огромных, шикарных Ключевое территориях. слово «не мешайте», оно обращено к контролирующим, проверяющим органам? В том числе. То есть 75% вас не устраивает? Нет. Я бы в этом году на 120 заполнила. С удовольствием заполнила. Я готова вновь... Вы не видите разницу, между 75 и 100? То есть... Нет. Никакой. Нет. Это в лучшем случае я выйду на 0 в этом году, не погашая, не закрывая ничем прошлогодние затраты. Я как бизнесмен, Андрей, что вы хотели добавить? Да? Я, наверное, все-таки скажу коротко про свет в конце тоннеля. Он есть в любом деле, в любой стране, в любом государстве.
Также он есть и в организации детского отдыха за территориями мегаполисов. В этом направлении работает и Министерство образования и науки Республики Башкортостан. Я видел их разработки, часть из них уже принята. Работают другие общественные организации. Но везде есть три составляющие: ресурсы, возможности и потребности. Когда совпадает три этих направления, мы получаем первое – это единую программу развития, государственную, подкрепленную государственными финансами, в которую в том числе могут войти субъекты малого предпринимательства. Это, соответственно, единый нормативно-правовой акт, такой, какой был в Российской Федерации, в том числе и по транспортному обслуживанию населения, которое также входит в ответственность директоров детских оздоровительных лагерей. Но там в одной книге на 400 страницах было прописано все. Даже до того, как должны выглядеть остановки на какой территории. Вот когда будет один нормативно-правовой акт, это второй вариант. В любом который случае получим. нужна программа. Да, нужна программа. Ну, уважаемые гости, большое вам спасибо за то, что пришли, за этот конструктивный, предметный и, главный, честный разговор. Важнейшая и актуальная тема – детский летний отдых. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Руслан, лагерь это, конечно, все хорошо, но всего лишь на 2-3 недели. А что дальше? Тут все просто. Если вы не занимаетесь своим ребенком в плане занять его чем-то там, я не знаю, полезным, типа спорта, либо обучения, за вас это сделает улица или интернет. И вот тогда потом не жалуйтесь, что он попал в плохую компанию. Не согласна, Руслан, с тобой. Как раз вот хорошо развитые общественные пространства должны решать этот вопрос. Футбольные поля, площадки для занятий скейтбордом, йогой, бегом. Прямо звучит как красивая фантастическая музыка. Это все клево, конечно, да, но и даже есть какая-то положительная динамика, что-то двигается, строится, но уж больно медленно. Ну, здесь с тобой трудно не согласиться, Руслан. Ты это тебе постоянно делаешь, не соглашаешься со мной. Стоимость и наполнение путевки в летний лагерь, конечно, важны. Но, честно говоря, детская безопасность превыше всего. И для того, чтобы не пришлось потом платить за отдых слишком дорогую цену, взвешивайте и думайте, кому вы доверяете своих детей, пусть даже на одну летнюю смену. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.